Урегулировать свое правовое положение в России кыргызстанцы могут до 30 апреля. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД или миграционный центр в Сахарово. МИД Кыргызстана сегодня дал разъяснение об изменениях в миграционном законодательстве России. На миграционном учете там находится 376 тысяч кыргызстанцев. При этом наше внешнеполитическое ведомство регулярно поднимает вопрос об упрощении условий пребывания кыргызстанцев в России, учитывая нормы договора о Евразийском экономическом союзе. Поговорить об этом и не только мы пригласили в студию замминистра иностранных дел Имангазиева Алмаза Кулубековича. Какие процедуры они должны пройти? Так, 8 августа 2024 года были внесены поправки в федеральный закон Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, где основное содержание этих изменений явилось того, что было сокращено пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации со 180 дней до 90 дней. То есть иностранный гражданин, если прибыв в Россию, может находиться до 90 дней, если у него нет иных документов. В последующем 180 дней он уже не может находиться. Потом дали широкие полномочия правоохранительным органам, а именно это полиция Российской Федерации, в плане того, что они могут теперь помимо судебных органов принимать решения о выдворении иностранных граждан. И кроме того, 30 декабря указом президента Российской Федерации был принят указ о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан, и где, как вы отметили, иностранным гражданам дается возможность с 1 января по 30 апреля урегулировать свое правовое пребывание. Что нужно сделать нашему гражданину, в частности, чтобы остаться и работать дальше на территории Российской Федерации. В первую очередь он должен обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации или непосредственно есть миграционный центр в Сахарово, где наш гражданин обязан пройти медицинский осмотр. Третье, заключить соответствующий трудовой или гражданский договор и направить соответствующим образом в органы внутренних дел до 30 апреля легализовать свой правовой статус на территории Российской Федерации.